Добрый день, коллеги. Рад нашей очередной встрече. И эти встречи нужны в равной степени как вам, так и нам, потому что без взаимодействия с вами, с теми, кто готовит школьников, наша работа невозможна и в каком-то смысле теряет свою существенную составляющую. Поэтому рад вас всех здесь видеть, слышать, читать ваши сообщения. И прежде чем рассказывать о какой-то конкретике, хочу рассказать о тех общих идеях, которые определяют нашу деятельность в тот момент, когда мы составляем задание, когда мы беремся за подготовку регионального и заданий регионального и заданий заключительного этапа. Секундочку. С нашей точки зрения, дисциплина обществознания имеет совершенно особый статус среди школьных предметов. С одной стороны, ее отличие от математики, физики, истории, литературы в том, что если остальным школьным предметам соответствуют те или иные взрослые науки, то такой взрослой науки, такого института Академии наук, как обществознание, не существует. Есть институт социологии, есть институт философии, есть институт экономики и прочее, прочее, прочее. И с этой точки зрения мне кажется, что школьные педагоги находятся даже в каком-то смысле в выигрышном положении по отношению к сотрудникам академических институтов, потому что общество – это единое целое, это, условно говоря, организм, в котором, конечно же, есть там свои подсистемы, экономика, право, социальная сфера. Но, тем не менее, в реальной жизни это все единый целостный процесс. И вы, те, кто занимается обществознанием как единым целым, как единым комплексом, как мне кажется, находитесь в более привилегированном положении, чем те, кто ушли по пути узкой специализации и абстрагируются от многих очень существенных моментов, которые, как им кажется, относятся к другим сферам жизни. И вторая особенность нашей дисциплины в том, что все остальные дисциплины в дальнейшей взрослой жизни школьникам понадобятся в том случае, если они станут специализироваться в этой сфере. Химию через 5-10 лет после окончания школы будет помнить только тот, кто поступил в какой-нибудь вуз, связанный с химией. Мы с вами, я сейчас нахожусь в здании университета химической технологии. Вот его студентам, конечно, химия будет нужна. А тем, кто станет чистым математиком или филологом, к сожалению, знания по химии в том объеме, в которых их дает школьная программа, не пригодятся и забудутся. А вот обществознание нужно всем, потому что всем выпускникам наших школ предстоит вступить во взрослую самостоятельную жизнь и жить в этом самом обществе. И поэтому знания об обществе нужны абсолютно каждому, нужны всем. И чем лучше человек будет понимать то общество, в котором ему предстоит прожить свою взрослую жизнь, тем легче ему будет в этой жизни. И поэтому мы стараемся делать задания, которые в той или иной степени нацеливают
учеников на подготовку к этой самой самостоятельной взрослой жизни. И одна из идей, которую мы закладываем в свои задания, это идея, что социум настолько сложная структура, что любые решения, любые реформы, любые действия, чье воздействие направлено на социум, будут иметь самые различные последствия. И мы хотим, чтобы школьники вот эту многозначность, многовекторность любого социального решения себе представляли. И когда мы даем задание, мы просим школьников рассмотреть, когда задание связано с тем или иным реформаторским действием, просим указать не только позитивные последствия, ради которых, собственно, реформа и проводится, но и предусмотреть те побочные, нежелательные эффекты, которые это решение будет иметь, и учитывать это при предложении своих реформ, своих каких-то социальных масштабных действий. Ну и вот эта необходимость посмотреть всегда и с одной, и с другой стороны, это то, что в наших заданиях с необходимостью присутствует. Еще мы включаем в свои задания такие задачи, которые тоже точно так же готовят человека ко взрослой самостоятельной жизни. Мы стараемся, чтобы задания и задачи по праву или по экономике были тем или иным образом привязаны к реалиям нашего общества, к реалиям нашей жизни. И в частности по экономике мы уже не один год даем задание на финансовую грамотность, чтобы выпускники наших школ не попадали в какой-нибудь кредитный капкан, а умели прочитать договор и просчитать те реальные выплаты, которые им предстоят в случае, если они возьмут этот самый кредит. Ну и поэтому, хотя у нас дисциплина вроде бы из гуманитарного цикла, но считать проценты, в общем-то, участнику Олимпиады по обществознанию надо уметь. Потому что это надо уметь любому взрослому человеку, который вступает в свою самостоятельную взрослую жизнь. Так, пардон, я, по-моему... Так. Кроме того, как я уже говорил, социум – это структура очень сложная, и нужно уметь за поверхностными явлениями увидеть более глубокие пласты, увидеть те процессы, которые происходят на сущностном уровне, и уметь их анализировать, уметь их выявлять. И, кроме всего прочего, мы понимаем, что современный мир устроен сложно. Есть даже такое определение, что мы живем в мире постправды. И поэтому человек, вступая в самостоятельную жизнь, должен уметь критически относиться к поступающей к нему информации. Ну и вообще мы прекрасно с вами понимаем, что современный мир, насыщенный потоками информации, зачастую с очень слабым уровнем достоверности, заставляет человека нашего времени уметь отсекать ту информацию, которая заведомо сомнительна, и ориентироваться на ту, которая
имеет более надежные источники и выдерживает проверку как минимум на непротиворечивость. И поэтому мы включаем в наши задания и задания логические, которые позволяют, готовят, тренируют школьника к тому, чтобы он умел выявлять противоречия в аргументах того, кто хочет ввести его в заблуждение, и задание на критическое мышление, на умение воспринимать информацию в целом и замечать те детали, которые заставляют нас взглянуть на ситуацию под неожиданным углом зрения, не под тем углом, который бросается в глаза с первого взгляда. Вот это умение критически подходить к потоку информации, отсекать сомнительное, выявлять значимые детали, даже если они на первый взгляд кажутся совсем незначительными. И воспринимать вот ситуацию в целом. Так, почему-то оно у меня листает в обратную сторону. Так, да. Значит, еще один момент, он, правда, касается скорее не школьного и муниципального этапа, хотя школьного, конечно же, тоже касается, а регионального и заключительного. Мы при составлении заданий регионального и заключительного этапа вынуждены руководствоваться немножко разными принципами. Если при подготовке заданий регионального этапа мы стараемся дать задания, которые в наименьшей степени предполагают разночтение и возможность разной интерпретации проверяющим. Даем очень дробную шкалу оценивания. Как нам представляется, главная цель ЦПМК при разработке заданий регионального этапа – это постараться создать условия для единообразной оценки выполнения заданий разными региональными жюри. Понятно, что жюри в разных регионах руководствуются какой-то своей логикой, зачастую взаимоисключающей. Какие-то регионы стараются отправить на заключительный этап максимально представительную делегацию, чтобы в ней было как можно больше участников, а какие-то регионы решают, что им важнее экономить деньги и послать одного человека, а лучше не посылать никого. Ну и, соответственно, оказывается, что проверка где-то идет мягко, а где-то идет очень жестко. Вот поэтому мы последние 2 года стараемся сделать критерии оценивания очень дробными, чтобы за какое-то действие, за какое-то решение давался 1 балл, а за другое решение давался 2 балл. И уходим от ситуации, которая существовала в прежние годы, когда мы давали вилку там, от 1 до 6 баллов, от 1 до 10 баллов, чтобы приблизить оценки разных регионов к какому-то единому варианту. Мне кажется, что вообще-то в идеале надо было бы, но это, конечно, не реалия не сегодняшнего года, и, может быть, даже не будущего, но надеюсь, что когда-нибудь, чтобы, поскольку мы все равно все работы сканируем, то проверка
отсканированной работы может быть совершенно не привязана к тому региону, где она написана. И по-хорошему надо формировать единое федеральное жюри из представителей всех регионов и отсканированные работы рассылать на проверку не в тот регион, где эта работа написана, чтобы вот элемент субъективизма и какого-то своего хитрого расчета исключить. Ну, хитрый расчет, как послать, так и не посылать участников на заключительный этап. А вот что касается заключительного этапа, то здесь мы оказываемся в совершенно иной ситуации, потому что все представители жюри находятся в одном месте и имеют возможность учитывать самые разные варианты ответов. И здесь уже возможно, даже при наличии вот таких вилок от 1 до 10 баллов за какое-то задание, обеспечить единство проверки. Потому что все члены жюри работают единой командой, имеют возможность согласовывать свои позиции по каждому вопросу, где возникают разногласия и разночтения. И поэтому на каждом заключительном этапе всегда складывается ситуация, еще не было такого года, чтобы не приходилось прямо там на месте корректировать критерии оценивания. Потому что в работах школьников появляются решения, которые мы не предусматривали, которые мы не могли предвидеть. И когда появляются те решения, те ходы мыслей, которых не было в критериях оценивания, то жюри собирается, жюри, как вы знаете, состоит из федеральной и региональной части, и вот этот созданный здесь по случаю коллектив специалистов принимает решение, как оценивать то или иное выполнение задания. И поэтому можно делать более общие критерии, не столь частные, не столь детальные. Хотя я знаю, что со стороны как раз тех, кто готовит школьников, тех, кто готовит команды, именно такая нестрогость критериев и вызывает определенные замечания. Ну, понятно, что все школьные учителя с неизбежностью связаны с системой ЕГЭ, и вот та модель, которая есть в ЕГЭ, когда есть строгие, максимально строгие критерии, вызывает желание перенести такой же принцип и на оценку олимпиадных работ. Но мне как раз кажется, что это было бы принципиально неправильно, потому что сама идея олимпиады заключается как раз в том, чтобы быть альтернативой ЕГЭ, чтобы подбирать будущих студентов, вузов по критериям, которые отличаются от критериев ЕГЭ и ориентированы на людей, на школьников с другими способностями, с другим складом ума. И вот как раз школьный этап, в отличие от регионального, ну и муниципальный во многих случаях тоже, позволяет обеспечить вот это же единство места и времени, которое мы имеем на заключительном этапе. Именно здесь жюри работает все вместе, в одном месте и способна принимать решения, отталкиваясь от работы, а не от заранее составленных критериев, составленных людьми, которые не видели реальные работы. Поэтому вот эта возможность скорректировать свой подход к оцениванию, которая есть, скажем, на школьном этапе и на муниципальном этапе, мне кажется очень ценной. И вообще мне представляется, что задача школьного и муниципального этапа – это скорее привлечь школьников к участию в олимпиадах,
показать им, насколько это увлекательно и интересно, и как здорово, что ты справляешься с заданиями. Поэтому задания вот, школьного и муниципального этапа мне видится, не стоит делать сильно сложными. Со сложностями школьник столкнется потом, когда доберется до регионального и заключительного этапа. А здесь наша задача скорее вызвать у него удовольствие от успешного решения поставленных перед ним заданий. Еще один момент, который тоже, как мне кажется, нуждается в прояснении в позиции ЦПМК. И здесь я использую такую метафору, что ли. Есть разные виды спорта, которые, условно говоря, можно поделить на спорт спортсмена и спорт тренера. Ну вот все мы знаем великую тренера Татьяну Тарасову, которая на протяжении десятилетия была кузницей чемпионов мира по фигурному катанию. И понятно, что если спортсмен тренируется у Тарасовой, то у него есть шанс стать чемпионом мира. А если он тренируется не у Тарасовой, то в это десятилетие шансов у него ничтожно мало. В то же время, помимо спорта тренеров, существуют и виды спорта, в которых индивидуальность спортсмена, его уникальность намного важнее, чем работа всего тренерского штаба. И поэтому, поскольку мы хотим, чтобы Олимпиада была... Да, мы прекрасно понимаем, что Олимпиада в современных условиях это все-таки спорт тренера. Без квалифицированной помощи со стороны педагога, наставника, шансов стать победителем Сероса, в общем, мало у кого такие шансы появляются. Поэтому мы видим, мы знаем, мы признаем заслуги прекрасных педагогов, которые из года в год готовят победителей Сероса, но все-таки хочется, чтобы и элемент спорта спортсмена в нашей Олимпиаде присутствовал. И поэтому мы стараемся каждый год придумывать какие-то новые виды заданий, а если нам удается, то и новые типы заданий включаем в материалы и региона, и заключительного этапа, с тем, чтобы все школьники и те, кто прошел многоэшелонированную подготовку, и те, кто готовился по большей части своими силами или силами своего педагога из города Братска, одного, а не целой команды наставников, имели шансы в какой-то степени уравненные. И поэтому вот мы включаем задания, которым школьники к такому типу заданий не готовы. В прежние годы таких заданий не было. Нас, опять-таки, по понятным причинам за это критикуют наставники, потому что каждый год оказывается, что их ученик к тому или другому заданию был не готов, но и нас тоже поймите, и ту идею, которая движет нами при составлении таких неожиданных, непривычных заданий, тоже примите во внимание. Ну, теперь уже немножко более детально, более конкретно по заданиям. Я уже подробно говорил о том, что общество – это очень сложная структура, и поэтому по абсолютному большинству вопросов, ну, кроме каких-то там
конкретных заданий по праву, где есть определенная статья семейного кодекса или трудового кодекса, или по финансовой грамотности, где процент можно правильно посчитать одним единственным образом. Во многих других заданиях и по социологии, и по философии, и по той же экономике, если отвлечься от сугубо таких арифметических подходов, могут быть разные решения, и эти разные решения могут быть правильными. Поэтому при проверке ответов, которые получены от школьников при выполнении заданий, нужно ориентироваться не столько на то, насколько этот ответ соответствует шаблону, тому решению, которое предложено в критериях, сколько на то, допущены ли школьникам ошибки и насколько эти ошибки серьезные. Творческие задания заведомо будут предполагать разные варианты ответов, и предусмотреть все эти варианты ответов заведомо невозможно. Ну и еще повторюсь, что обществознание, в отличие от тех наук, которыми занимается Академия наук, социология, отдельно от экономики, экономика отдельно от права, право отдельно от философии, здесь все-таки нужно уметь видеть межпредметные связи и подходить к решению задачи не с точки зрения какой-то одной узкой дисциплины. Если уже переходить к школьному и муниципальному этапу, то здесь возникает та проблема, которая намного меньше сказывается на региональном и заключительном этапе, а именно учитывать возрастные особенности. Все-таки, конечно, и между девятиклассником и одиннадцатиклассником разница бывает очень большая, но с другой стороны мы на заключительном этапе многократно сталкивались с тем, что результаты девятиклассника оказываются намного лучше, чем работы многих одиннадцатиклассников, которые приехали на заключительный этап. И вот там между 9 и 11 классом все-таки разница не столь разительна, как между, скажем, 5 и 8 классом. Поэтому вот подготовка заданий должна быть ориентирована на все-таки ту параллель возрастную, для которой готовятся задания. Мы в этом году в методматериалах для подготовки школьного и муниципального этапа не стали давать детальные, не стали давать примеры заданий, с тем, чтобы каждая школа, каждый метод-комиссия, готовящая задания для муниципального этапа, имели возможность учесть специфику своего региона, своих школьников и готовить задания, ориентированные более близко к реалии, а не придумывать что-то, исходя из идей, которые есть у ЦПМК. Хотя вот какие-то рекомендации, какие-то указания в этих методах-материалах, конечно же, есть. И нужно, в частности, учитывать то, сколько времени потребуется школьнику на решение поставленных перед ним задач. В этом году мы рекомендуем сократить время на выполнение олимпиадных заданий на школьном и муниципальном этапах, чтобы все-таки не перегружать участников, не превращать это для них в
испытание на выносливость, а скорее дать им возможность получить удовольствие от этого интеллектуального труда. Ну, время, которое отводится на каждый из туров, вы видите на слайде. Также в этих метод-материалах даны примерные модели для заданий, какие задания должны быть. И я, наверное, остановлюсь только на одном моменте. Ну, скорее всего, все, кто уже не первый год заняты Олимпиадой по обществознанию, знают, что мы включаем задания и культурологические задачи. Но вы наверняка это все прекрасно видите и чувствуете. Эти задания вовсе не дублируют задания по МХК, а пытаются привлечь внимание участников к тому, что культура – это, в общем-то, явление социальное. И в феноменах культуры проявляются тенденции развития социума в целом. И мы побуждаем школьника смотреть на художественное произведение, на произведение литературы, как на источник информации о социальной действительности и уметь эту информацию считывать. Еще один момент, с которым приходится сталкиваться даже на заключительном этапе, это то, что школьники зачастую оперируют каким-то обыденным своим опытом и пытаются решать задания на уровне здравого смысла. Здравый смысл, конечно же, нужен, и это прекрасная способность человека, но в то же время это олимпиада предметная, и нужно, чтобы участники умели пользоваться терминологией, владели понятийным аппаратом и знали определенный комплекс концепций, описывающих социальную жизнь, и могли оперировать этими концепциями, причем чувствуя их различия. Потому что явление, описанное в рамках одной парадигмы социологии или политологии, может быть абсолютно иначе описано в рамках другой политологии. И вот не допускать смешения этих принципиально различающихся подходов тоже нужно уметь. При оценивании работ нужно исходить из целого ряда критериев. В какой пропорции эти критерии применять, конечно же, решать вам. Вы составляете задания на школьном этапе, вы их проверяете и можете закладывать свою специфику в той или иной в том или ином весе этих разных критериев. Но вот мне кажется, что уже здесь нужно пользоваться тем методом, к которому мы пришли на региональном этапе, и давать за выполненное решение, частное задание не вилку баллов, а по 1 баллу за каждый пункт. Есть этот пункт, выполнен этот пункт, значит есть 1 балл. Выполнен следующий пункт, есть 2 балл. Но вот оценку проводить по принципу 1-0, 1-0. Еще один момент, это реалия этого года и всех олимпиад, которые будут проходить в этом учебном году, то, что баллы в итоге должны быть равны 100. И это, в общем-то, накладывает определенные требования на разработчиков заданий. Но мы вот уже на
2 года на региональном этапе пользуемся переводом набранных первичных баллов в проценты. И понятно, что при абсолютном выполнении всех заданий человек получает 100 баллов, потому что он выполнил 100% заданий. И вот этот перевод в проценты позволяет нам не гнаться за тем, чтобы давать за задание больше баллов или меньше баллов, чем оно того заслуживает. Вот можно соблюдать этот самый принцип 1 балл за один правильный ответ. А переводя в проценты, мы всегда получим в итоге 100. Мы в последние годы исходили из того, что за каждый тур можно считать вот по такой модели 100 баллов. И это позволяло нам уравнять вес, значимость творческого тура, где баллов набирается в абсолютной величине не так много, и баллов знаниевого тура, где самих первичных баллов намного больше. Но переводя и то, и другое в проценты, мы уравновешивали эти разные туры. Но если видеть свою цель в том, чтобы итоговая цифра была равна 100 баллам, то можно переводить в проценты уже сумму этих 2 баллов. Очень важная часть работы – это анализ текста. Мы от социологов прекрасно знаем, что нынешнее поколение читают меньше, чем школьники предыдущих десятилетий или там прошлого века. Да. У меня 4 слайда осталось. И поэтому мы осознанно включаем в свои задания тексты, причем тексты зачастую сложные, которые состоят из неадаптированных работ каких-нибудь выдающихся мыслителей, но мы, конечно же, эти тексты сокращаем, даем подборку каких-то ярких моментов, ярких мыслей, и школьник должен суметь, прочитав этот текст, понять основную идею, а также понять те идеи второго, может быть даже третьего плана, которые в этом тексте заключены. Но что должен делать школьник при работе с текстом, вы видите на экране. И вот здесь еще один момент. Вот то самое критическое мышление, о котором мы с вами говорили в начале. Человек должен уметь обращать внимание не только на форму текста, должен уметь вычленять самое важное, самое существенное в этом тексте, поскольку потом школьнику, который станет хоть юристом, хоть социологом, хоть политологом, все годы его студенческой жизни придется работать с текстами. Если он к этой работе не готов, то из хорошего вуза он просто вылетит, не дойдя до получения диплома. И последний момент. Нас часто спрашивают, по каким текстам готовить школьников, на что ориентироваться. Нам кажется, что невозможно дать какой-то исчерпывающий перечень текстов, которые понадобятся для выполнения заданий. Собственно говоря, вот сейчас мы сами не знаем, какие тексты мы подберем в феврале-марте для заключительного этапа или в ноябре для регионального этапа. Поэтому дать такой совет мы не можем. Но вся
наша окружающая нас социальная действительность – это сплошной поток информации. И мы можем учиться работать с этой информацией. Мы можем приучать себя внимательно смотреть на окружающий мир, ну, как Шерлок Холмс смотрит на какие-то совершеннейшие мелочи и по ним раскрывает преступления, так и человек, занимающийся социумом, умеет очень многое считывать из просто вот того, какие вывески он видит вокруг себя на улицах, как меняются арендаторы. Была часовая мастерская исчезла, появилась кафешка закрылась, на ее месте открылось еще что-то. И на самом деле это прекрасная иллюстрация к тем процессам, которые происходят в нашем социуме. Надо просто тренировать свой взгляд, замечать все эти моменты. Так, ну я вот сейчас открыл вкладку с вопросами, и, строго говоря, вопросов я себе не вижу. Они, те, которые есть, имеют скорее технический характер. Ну, тогда я оставшиеся 4 минуты посвящу еще вот какому сюжету. Я знаком с одним наставником, который уже воспитал не одного и не 5, но скорее уже там к 10 подбирается количество победителей и призеров Сероса, которых подготовил этот учитель, причем из города даже не миллионника. Он добивается своих успехов, как мне представляется, таким экстенсивным путем. Он сам готовит подборки текстов и старается со своими учениками прочитать всех мыслимых авторов, которые могут встретиться в курсе обществознания, хоть по политологии, хоть по экономике, хоть по философии. Да, он добивается успеха, но мне кажется, что этот путь чрезмерно трудозатратен и для наставника, и для школьников. Мне кажется, что скорее нужно... Мы же ведь никогда не даем задания на то, чтобы вот на этом туре, где идет анализ текста, сопоставление разных текстов, чтобы там школьник опознавал автора текста. Мы не ориентируемся на такую тотальную эрудицию. Мы как раз проверяем, насколько школьник готов анализировать текст, работать с информацией, работать с концепциями, а не проявлять свою натасканность. Ну и вот даже этот мой знакомец и то сказал, что он никак не предполагал, что на Олимпиаде по обществознанию может встретиться текст Данте. Даже вот такая попытка экстенсивным путем идти в процессе подготовки оказывается не всегда успешной. Да. Так, подождите. Значит, ну, будет приказ, в котором будут указаны все сроки проведения этапов. А какой формат? Надеемся, что очный, но какие фокусы нам преподнесет эпидемиологическая обстановка, мы сейчас, конечно же, не знаем, поэтому... Да. Да, значит, вот мне подсказывают, что при проведении школьного муниципального этапа каждый субъект вправе принимать самостоятельное решение, проводить его очно или дистанционно.
Ну и вот как раз учитывая то, что этап может происходить в том числе дистанционно, мы и сокращали время на каждый из туров для того, чтобы свести к минимуму вероятность списывания и подсказок. Собственно, чем более жесткий тайминг, тем меньше времени остается на то, чтобы загуглить ту или иную задачу. Вот какие олимпиады будут в этом году, я так понимаю, что решения еще нету. Тут вот спрашивают, олимпиада по истории, праву и обществознанию, будут ли все? Да, вот мне подсказывают, что эти олимпиады будут. Вот, да, спасибо вам, спасибо за внимание, спасибо за то, что уделили время нашему предмету, нашей олимпиаде, а я с вами прощаюсь. До свидания.